На ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы сегодня. Возрождение легенды. До сих пор по своим летно-техническим характеристикам ничего в мире лучшего не создано. Когда в небо взлетит новый Ту-160 и как модернизирует производство почти вековой давности, увидела Аделя Кламиц. Жить или не жить? Новорожденный ребенок был обнаружен в данном месте на парапете. Что грозит матери, оставившей свою дочь у мусорного контейнера, узнавал Рамиль Шайдолин. Залатать, проложить и навести дорожную разметку. Устройство подъездных дорог к 27 населенным пунктам с устройством 88 километров автомобильных дорог. Как готовят дороги к летнему сезону, увидел Рияз Рахман. Запах навоза в Казанском аэропорту. Давайте как в Писании кончим месяц, все колхозы. Вообще никакого запаха не будет. Откуда доносится запах, который портит репутацию Казани, выясняла Альбина Минибаева. Легенду поставят на крыло. Обновленный Ту-160 взмоет в небо уже в начале следующего года. Об этом стало известно сегодня во время визита на Казанский авиационный завод заместителем министра обороны России Юрия Борисова. Он лично курирует вопрос модернизации «Белых лебедей». О том, как вместе с возрождением легенды перерождается и само предприятие, Аделя Коломиец. Под рукой чертежи, а перед глазами настоящая легенда военной авиации. Вот он, лучший бомбардировщик, созданный российскими авиаторами. Ту-160 сейчас модернизируют. Это ждем в августе месяце, июле к нему подготовим. Процесс обновления на контроле у верховного главнокомандующего страны Владимира Путина. Раз в квартал на завод приезжают с проверкой. Сегодня Юрий Борисов проинспектировал ход работ. Замминистра обороны увидел не только, как обновляют, но и собирают заново в цехе по соседству. Рядом с пассажирскими Ту-214 и бомбардировщиком Ту-22М. Совершенно новый Ту-160. Но показывать лебедя запретили. Военная тайна. Вся внутренняя начинка будет новая. Из самолета останется только по планеру фюзеляжу. Будет новый борт, будут новые двигатели, будут новые системы. Казанский авиационный завод получил гособоронзаказ на производство 50 таких бомбардировщиков. Вместе с возрождением серийного производства перерождается и сам завод. Реконструировали диспетчерский пункт, построили ангары, полностью обновили один из цехов, где производят сварочные работы. Бомбардировщик Ту-160 более чем на треть состоит из титана, металл варят здесь. Мы находимся в совершенно новой установке электронно-лучевой сварки. Ее построили за год российские специалисты. Вот, собственно, здесь и происходит весь процесс. Автоматизировано. Новое оборудование позволит делать качественнее. Работы по строительству нового Ту-160 ведутся с опережением графика. Не секрет, мы ориентируем, что первый вылет у нас должен быть в первом квартале 2018 года. До сих пор по своим летно-техническим характеристикам ничего в мире лучшего не создано. Поэтому самолет уникальный. Он, как говорится, перешагнул в свое время целое поколение создаваемой техники, и сегодня он востребован, и лучше его, пожалуй, еще ничего не придумали. Сегодня на заводе работают над первым новым «Белым лебедем». Параллельно ведется модернизация тех, что уже послужили авиации. Предстоит обновить 16 самолетов прежней серии. Адель Кламиц, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Экономика не только в цифрах, но и цифровая. Сегодня в Иннополисе открылся Всероссийский венчурный форум. Обсуждают не что иное, как технологическую революцию. Представлены инновационные компании. На них приехали посмотреть потенциальные инвесторы. Кто чем хвастался и какой опыт Татарстана можно тиражировать на всю страну, расскажет Лейсан Сабирова. Это лазерная система сжигания. Именно так выглядит экономия топлива по-татарстански. Метан смешивается с воздухом и поджигается свеча. Это обычные электрические свечи, они быстро изнашиваются. И мы решаем такую проблему. Здесь и первая металлическая деталь, напечатанная на принтере, и мобильное приложение для открытия шлагбаумов, будучи на другом континенте, и доставка заказов роботами. Проекты татарстанских и российских компаний. Это своего рода инновационные смотрины. Сюда попали только 50 проектов. А после встречи с экспертами и инвесторами будут отобраны 15 счастливчиков. Они получат средства на дальнейшее развитие. Претендентов на участие в программе акселерации оценивают гости форума и потенциальные инвесторы. Среди них и мировые венчурные фонды. По уровню именно инженерной подготовки
в Российской Федерации, в Татарстане, конкурируют очень хорошо на самом высоком уровне. Татарстан ставит в пример в ходе обсуждения развития технологического предпринимательства. Четвертая революция хорошо, но роботизация производства грозит сокращением рабочих мест. Татарстан цифровизовал госуслуги и медицину, но в центре остался человек. Как бы вы ни называли, там 4.0, цифровая революция, нам без разницы. Мы на татарском языке этого нет, поэтому мы воспринимаем по-своему. На татарском есть просто алга, да? Алга. Поэтому мы считаем, что это дает нам конкурентность, и бояться не надо. Мы должны понимать, что полезного мы можем для себя извлечь. Человек должен готовить себя к этим вот постоянным изменениям. И в данном случае номер революции не столь важен. Я думаю, что те молодые люди, которых мы видели сегодня на венчурной ярмарке, они переживут еще не одну революцию. Пока в России к переменам готовы отдельные регионы и отдельные отрасли и предприятия. Минэкономразвития разрабатывает программу по цифровой экономике. Будут реализованы проекты повышения производительности труда, переобучения старшего поколения и обучения молодежи по компетенциям будущего. Лейсан Сабирова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Иннополис. Новые технологии при ремонте дорог. Вместо традиционного асфальта битумный. В этом году в Татарстане в асфальт закатают 16 миллиардов рублей. По обновленным дорогам можно будет доехать до 27 сельских поселений. До каких именно, узнал Нияз Рахман. Более 300 человек и сотни единиц техники вышли в эти дни на дороге Алексеевского района. У дорожников горячая пора. В самом разгаре ямочный ремонт. Красят автобусные остановки, приводят в порядок подъездные пути. 1500 километров, это 5 районов. Мы во всех районах и во всех дорогах работаем везде ведем одновременно. На вооружении и современные методы ямочный ремонт выполняют, применяя струйно-инъекционную технологию. Это позволяет быстро и качественно избавиться от небольших ям и трещин. Намного все удобнее, работаем уже намного быстрее. Вот. В день, получается, можно сделать до 100 квадратных метров. А ремонт старого хорошо, а новые еще лучше. Такая дорога с новым покрытием прокладывается и на трассе Алексеевск-Белярск. И это не случайно. В этом году в Татарстане особое внимание уделяется к сельским дорогам. Запланировано устройство подъездных дорог к 27 населенным пунктам, с устройства 88 километров автомобильных дорог, устройство 65 километров линии электроосвещения по населенным пунктам. Асфальтный бетонный завод запустили на этой неделе. Здесь делают и более современные покрытия. Полимерно-бетонный вязучий асфальт производит уже 3 года. Материал хорошо себя зарекомендовал. При устройстве верхнего слоя покрытия будем использовать асфальтобетонные смеси на полимерно-битумным вяжущем, что позволит увеличить межремонтный срок в 1,5 раза. Этот завод был построен еще в 2008 году. Здесь за час производится свыше 200 тонн асфальта. Готовый материал увозят в 5 ближайших районов Татарстана. Без внимания дорожников не останутся и мосты. Запланирована реконструкция 6 сооружений. В планах нанести дорожную разметку. Это коснется 5000 километров дорог. Нияз Рахман, Амир Залюшев, ТНВ, Алексеевский район. Открылись прямые рейсы Рига-Казань. Первый самолет прибыл сегодня. На нем прилетел мэр Риги Нил Ушаков. Регулярные рейсы будут выполняться 2 раза в неделю на 120 местных воздушных судах Boeing 737. Вылетать из Казани самолеты будут по понедельникам и четвергам, а отправляться в республику из Риги по средам и воскресеньям. Испортили воздух. Зачастую аэропорт Казани встречает гостей неприятным запахом. Жалобы поступают регулярно и не 1 год. Источник зловоний известен, однако Росприроднадзору не удается решить проблему. Источник запаха отправилась искать и Альбина Минибаева. Десятки рейсов, сотни гостей и жителей республики улетают и прибывают в аэропорт Казани. Правда, прилетевших хоть и встречают с цветами, ароматы здесь совсем другие. В летний период на территории международного аэропорта Казань действительно чувствуется запах, по всей видимости, навоза. Судя по всему, он приносится ветром с какой-либо из ближайших ферм. Самая ближайшая ферма в поселке Кирби. От посетителей аэропорта жалобы постоянны, и это неудивительно. В открытом коровнике навоза по колено. По мнению Росприроднадзора, именно здесь находится источник того самого неприятного запаха, который и ощущается в аэропорту. И проблема в том, что после отгрузки этот навоз сразу же вывозится на открытые поля. Вот так. Вот прямо сейчас вывожу.
Минимум 6 тонн отходов вывозится на открытую местность. Эта ферма в поле зрения Росприроднадзора попадалась неоднократно. От этого руководитель взвинчен. Давайте как в Писании, в конечном метре, все колхозы, совхозы. Вообще никакого запаха не будет. Перед вывозом навоз должен пройти предварительную переработку. На деле все наоборот. Предприятия фермерские, не перерабатывая этот навоз, вывозят на поля вживую. Вот, не соблюдая санитарно-экологические требования, нормы и правила. Вот это поле вот до тут. Вон и аэропорт вон. По мнению предпринимателя, воздух в аэропорту портит как раз это поле, а не его ферма. Возможно, сюда вывозят отходы птицефабрика. Правда, неприятного запаха на месте мы не почувствовали. По результатам своего рейда Росприроднадзор намерен передать всю информацию Россельхознадзору и Минэкологии. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Остались без света средь бела дня. Сегодня в Ахитовском районе города было отключено электричество в ресторанах, магазинах и кафе. Неполадки парализовали работу светофоров, не функционировали и информационные табло. Также без света остались дома на Баумана, Ершова, Островского и Пушкина. Это было аварийное отключение. Подачу электроэнергии оперативно восстановили. Уже завтра в Казани официально завершается отопительный сезон. Начинаются ремонтные работы на объектах теплоснабжения. Со 2 мая будут проводить испытания тепловодов в Приволжском районе, а с 10 мая в Кировском. В эти дни отключают горячую воду у потребителей Татэнерго. На верную гибель жительница Набережных Челнов в буквальном смысле выбросила свою новорожденную дочь. Малыша нашли работники медцентра недалеко от специального бэби-бокса. Почему мать не донесла ребенка до медицинского контейнера, а предпочла мусорный, выяснял Рамиль Шайдулин. Когда город готовился ко сну, не спалось только недавней роженице. В 8 часу вечера челнинка навсегда попрощалась со своей дочерью, оставив ее то ли на произвол судьбы, то ли на верную гибель, вместо бэби-бокса выбрав мусорку. Бэби-бокс в Татарстане есть только в Челнах. По иронии судьбы, его открыли именно в Камском медцентре, где в 7:30 врачи сообщили о находке младенца. Чистого, без синяков и подтеков, среди бутылок, огрызков и оберток. От мусорки до специального места для подкидышей считанные метры, слишком долгие для кукушки. Молодая пара, они шли домой. Чисто случайно. Проходили вот здесь, услышали писк. Подошли, нашли ребенка. Сообщили сразу нам. Сегодня новорожденная под строгим наблюдением медиков. Она здорова, на теле нет никаких ссадин. Примерный возраст ребенка 1 месяц. На сегодня состояние ребенка также остается удовлетворительным. А вот девочку Машу уже удочерили. Ту, кого в бэби-боксе оставили в начале года. Ее мама так и не объявилась. Что же станет с той, кто матерью считался до вчерашнего дня, уже заведено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности человека, который оставил ребенка. В ближайшее время следствие будет изучать записи камер видеонаблюдения, которые позволят установить преступника. Видеозаписи в руках следователей, а информация о младенце в городском отделе опеки. Чем обернется дело челнинской кукушки, покажет работа следователей. От уголовного наказания до анонимного обращения оказалось всего-то сотни метров. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, Ильшат Аюбов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем расскажем далее. Огонь, кровь и несколько сот человек в опасности. Как прошли учения спасателей в одном из столичных отелей, увидел Салават Мухаммадуллин. Третьяковка в Казани. Этот проект мы постарались сделать с использованием всех самых современных музейных технологий. Шедевры русской живописи и скульптуры увидела Александра Севастьянова. В Татарстане, возможно, появится единственное на постсоветском пространстве производство пектина. Это вещество полисахарид, который широко применяется в фармацевтике и пищевой промышленности. Об этом сегодня рассказали на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Здесь Рустаму Миниханову презентовали передовые технологии. До чего дошел прогресс, узнала Альбина Асылгараева.
Конструкторская мысль не стоит на месте, и мы стараемся идти в ногу с требованием времени. Это лейтмотив встреч в таком формате. На таких совещаниях презентуют то новое, что может стать нашим обыденным. Сегодня в поле внимания биотехнологии. Так, представитель израильской компании предложил создать в Татарстане производство пектина. Он же полисахарид. Его наша страна, да и все постсоветское пространство только импортирует. Открытие крупнотоннажного производства пектина на территории республики позволит закрыть немалую брешь в производстве пищевых ингредиентов в рамках стратегии импортозамещения. Рустам Минниханов поручил изучить возможность открытия в республике нового производства. После совещания мы скажем, где есть налоговые льготы, инфраструктурные. Вы дадите свои предложения. Да? Посмотрим, извлечем наши позиции. Возможно, в республике дадут зеленый свет применению светодиодных мини-спектрометров, что дают экспресс-анализ химического состава различных веществ. Так выглядит такой прототип мини-спектрометра, который они собираются встраивать в умных часах, которые они производят, для контроля параметров здоровья человека, например, уровень сахара в крови. Что уже точно решено, в сентябре в Казани пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум. Уже заявились более 60 компаний. Альбина Слагараева, Дмитрий Аренин, ТНВ, Казань. Банк Аверс стал самым прибыльным банком Татарстана по итогам прошлого года. Об этом сообщили сегодня на очередном общем собрании участников организации, где подвели итоги за 2016 год. Банк сохранил высокие показатели и увеличил на 2/3 свои активы. Банк Аверс получил рекордную прибыль по итогам 2016 года и вновь стал лидером по этому показателю среди татарстанских банков. Чистая прибыль банка по итогам минувшего года составила 2 миллиарда 115 миллионов рублей. Участники собрания утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность банка Аверс. Сегодня также был избран совет директоров банка. 2016 год для банка сложился вполне успешно. Нам удалось сохранить высокие показатели эффективности бизнеса. Так, по итогам года активы банка увеличились на 67% и достигли 102 миллиарда рублей. В 2016 году рейтинговое агентство «Эксперт ЭРА» подтвердило организации рейтинг кредитоспособности наивысшего уровня. Кроме того, банк Аверс получил высокий рейтинг международного агентства Fitch Ratings. Подтверждение двух этих рейтингов – безусловный показатель надежности банка. Результаты работы за прошлый год подтвердили поступательное развитие банка. Мы и дальше будем активно кредитовать реальный сектор экономики и неуклонно работать над улучшением качества обслуживания наших клиентов. Стратегия 2030 глазами детей. Сегодня в День российского парламентаризма подвели итоги конкурса. Юным татарстанцам предложили нарисовать рисунок, написать сочинение или снять видеоролик на тему «Каким я вижу себя в 2030 году». В республиканском этапе приняло участие более 500 школьников. В стране не остались их преподаватели, 40 педагогов представили свои методические разработки парламентских уроков. Победителями стали школьники Атнинского, Алексеевского и Кайбецкого районов. Их лично поздравил Фарид Мухаммедшин. Серьезные задачи поставили перед всеми, в том числе перед учащейся молодежью. Готовить себя к послешкольной жизни, студенческой жизни, трудовой жизни. Потому что эта программа будет реализовываться уже и вами, сегодняшними учителями, сегодняшними учениками. Более 400 человек эвакуировано, несколько из них пострадали. По легенде, это последствия пожара в подвале казанского отеля «Ривьера». Сегодня в гостиничном комплексе прошли учения экстренных служб. Что удалось и над чем еще предстоит поработать накануне Кубка Конфедерации, узнал Салават Мухаммадуллин. Сохраняя относительное спокойствие, персонал отеля покидает подвал. Именно здесь очаг возгорания. Пока одни спасатели начинают тушить пожар, других дожидаются пострадавшие. По легенде, еще один пострадавший в это время оказался на 4-м этаже. Скорее всего, он ударился об острый предмет во время давки из-за случившейся паники среди жителей отеля. Через несколько минут к нему пришла помощь. Правда, перед тем, как его найти, спасатели пробежали мимо пострадавшего 2 раза. Учения проходили в максимально приближенных к реальности условиях, и о местонахождении раненых заранее было неизвестно. После эвакуации с отеля на улице дежурили психологи. Всех пострадавших сразу увозили скорые, хотя некоторым помощь оказали на месте. Видели, что я могу каким-то образом передвигаться сам, и вывели меня на свежий воздух.
В учениях участвовали 80 человек и 19 единиц техники. Такая масштабность обусловлена предстоящим Кубком Конфедераций. При этом, по словам сотрудников МЧС, к футбольному мундиалю они уже готовы. С учетом того, что мы провели универсиаду, с учетом того, что мы провели чемпионат мира по водным видам спорта, для нас Кубок Конфедерации, считаю, что ничего сложного нет, так как мы все объекты, эти объекты, где они проходят, знаем как свои 5 пальцев. Это были финальные учения перед Кубком Конфедераций. Следующие пройдут уже осенью в рамках подготовки к чемпионату мира. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Царевна-лебедь приехала в Казань. Сегодня в столице презентовали выставку «Гений века» от Третьяковской галереи. В центре внимания лучшие работы русской живописи и скульптуры начала 20-го столетия. И одно из первых шедевров искусства увидела Александра Севастьянова. Александра, добрый вечер. Поделись впечатлениями, какая атмосфера сейчас в зале Казанского Эрмитажа? Здравствуйте, Алексей. Атмосфера необыкновенная, поражает масштаб самой выставки. Порядка 80 картин, 20 из них из фонда музея Татарстана. И поскольку начало 20-го столетия в искусстве было очень неоднозначным и многообразным, здесь постарались передать всю многогранность периода. Сегодня выставку презентовали президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Когда вот два музея, Третьяковской галереи и наш музей, вот организовали такую выставку. Я уверен, что это вот такой хороший сигнал, когда эти ценности доступны не только для жителей столицы и гостей, а когда вот такие города, как Казань, другие города имеют тоже такую же возможность. Спасибо, Александра Севастьянова. «Царевна-лебедь» впервые за 20 лет эта картина покинула стены Третьяковской галереи. Татарстану тоже нашлось чем ответить. Он представил не менее прекрасную картину того же автора. Это «Полет Фауста и Мефистофеля». И на выставке она занимает особое место. Для нее выделили целый зал. Это проект, который является не просто проектом или гастролями Третьяковской галереи в Татарстане. Этот проект мы постарались сделать с использованием всех самых современных музейных технологий, которыми мы сегодня владеем. По первым посетителям видно, что они довольны увиденным, но это и не удивительно, потому что выставка на самом деле прекрасна. Официально экспозиция начнет работать в субботу, 29 апреля, и продлится до конца сентября. На этом у меня вся информация. Алексей. Спасибо, Александра. Это было включение из Казанского Эрмитажа. А я напомню, что далее в эфире программа «Вызов 112». 2 автомобиля перевернулись в Казани меньше, чем за сутки. Какая сила отрывает их от дороги? Все подробности через несколько минут. Далее в выпуске о спорте, о погоде. И до встречи в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. Лидер – это тот, за кем идут другие. Только команда в спорте или на производстве способна прийти к победе. Казань-Оргсинтез. Химия успеха. Мое призвание – доставлять людям удовольствие и хорошее настроение. Радость для меня – видеть, как преображаются женщины. Самая большая награда – это овации благодарных зрителей. И овации, и цветы. А секрет нашего успеха в умении содержать и дом, и дела в порядке. В полном порядке у этих успешных женщин и с оплатой счетов за газ, основой уюта их домашнего очага и благосостояния. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю пятерочку. Чай Ричард, Роял Эрл Грей, 100 пакетиков, 179 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка.
Удачка выручает. Весна пришла, все тайное стало явным. Выходите на улицу, в парки и скверы, берите инструменты, давайте уберем за зимой. Эковесна 2017. Весна пришла, и вы приходите. Йоу! Самый рэповый, самый закрученный. Что делает любую тусу круче, а? Самый бодрый, самый уматный. Прокачан тем, что реально шоколадный. Просто он легче, вкуснее и слаще. Просто он мощный и настоящий. Умка! Прокачана шоколадом. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Только в апреле. Удача в придачу в аквапарке Ривьера. Приходи и получи гарантированный приз. КАМ «Энергостройпром» – одно из крупнейших предприятий по производству железобетонных изделий в России. Более 3000 наименований. Модернизированное оборудование, современная аттестованная лаборатория, строгий контроль качества на всех этапах производства. Вот секреты нашего железобетонного преимущества. Продукция поставляется в любую точку России и ближнего зарубежья. КАМ «Энергостройпром» – это стабильность, качество, надежность. Покупай в Акосе Kia, поезжай на отдых в Рио. Купи новый автомобиль Kia и получи шанс выиграть поездку в Рио и другие замечательные призы. Акос. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиатов. Футбольный кризис для «Рубина» продолжается. Даже бесплатный вход на матч не смог помочь казанскому клубу. Подопечные Хавьера Граси на стадионе «Казань-Арена» проиграли Грозненскому «Тереку». Уже на протяжении 8 матчей команде не удается набрать 3 очка. Еще и кадровые проблемы усугубились отсутствием сразу 3 игроков. Руслан Камболов и защитник Морец Бауэр не играли из-за перебора карточек. Травмирован еще один защитник – Тарас Бурлак. Зато впервые в этом сезоне на поле вышел защитник Олег Кузьмин, капитан «Рубина», пропустивший из-за травмы 11 месяцев. Но и опытный защитник не смог повлиять на результат. Единственный гол в поединке исполнил сенегальский форвард «Терека» Аблай Мбенг. Итоговый счет 0-1. «Рубин» остается на 11 месте в турнирной таблице. Не в болельщиках дело. Если ты будешь играть, если у тебя будет какая-то нормальная ценовая политика, на билеты будут нормальные стоянки и игра, то народ будет ходить в Казани на футбол. Осталось хотя бы игру наладить. Бог с этими стоянками, блин. Но не получается. Продолжаем тему. Игра чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА станет тестовым матчем Кубка Конфедерации для Казани. Вход на встречу российской футбольной премьер-лиги будет бесплатным для обладателей паспортов болельщика Кубка Конфедерации. Игра пройдет в Казани 17 мая. Кроме этого, в городе появится дополнительный центр выдачи паспорта болельщика. Он откроет свои двери 1 мая. Новый центр будет располагаться по адресу Читаева, дом 10. Еще один центр функционирует на улице Баумана. Отметим, что во время тестового матча проверят все системы работы, которые будут задействованы во время Кубка Конфедерации. Мы решили сделать все это в один день и максимально нагрузить. Несмотря на то, что там 7-й было, наверное, попроще, потому что это все-таки уикенд, а 17-й это рабочая неделя. Но для того, чтобы нам самим себя проверить, чтобы потом было нам спокойно работать на самом Кубке Конфедерации, поэтому было принято решение сделать это единым днем. Тем временем в Казани продолжается Кубок России по водному поло. Сегодня на турнире завершилась групповая часть. Наиболее увлекательным получилась игра второго тура между серебряным и бронзовым призером чемпионата страны – «Синтезом» и «Динамо». Москвичи горели желанием взять реванш за обидное поражение в полуфинале. Команда Марата Закирова сразу отправляет в ворота соперника 4 мяча. Поначалу у «Синтеза» не получались атаки, но дальше команда при поддержке местных болельщиков вырвалась вперед в счете. Удержать победный результат не удалось. Итог 9-10 в пользу «Динамо». Завтра на Кубке четвертьфинальные матчи. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Теплый атмосферный фронт управляет погодными процессами в республике, и по данным сервиса Яндекс.Погода, завтра температуры станут еще выше. На юго-востоке в Бугульме, Балуе, Азнакаево облачно с прояснениями. Ночные температуры +7, днем около 19 градусов выше нуля. На северо-востоке осадки не ожидаются. Ночью до 8 градусов тепла, днем +18. На севере Татарстана Менделеевске, Агрызе, Менделинске ночью без осадков +8.
А вот днем местами возможен дождь и плюс 20. На северо-западе в Арске, Пукмаре, Балтасе переменная облачность. Ночные температуры плюс 9. Днем местами пройдут дожди и до 16 градусов выше нуля. На юго-западе Татарстана без осадков и тепло. Ночью до 7 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут плюс 20. Облачная погода с прояснениями в центральных районах Татарстана. Ночью плюс 8, днем около 19 градусов выше нуля. В последующие дни в некоторых районах Татарстана температуры станут ниже. Местами пройдут дожди. Завтра в Казани переменная облачность, ночные температуры плюс 7, плюс 9, днем плюс 15-17. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 72%. В утренние часы ожидается магнитная буря. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.